Қайырлы күн, құрметті қауым, кездесуге қатысушылар. Бүгін экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Маратұлы Мырзағалиевтің халық алдындағы есеп беру кездесуіне уақыт тауып келгендеріңізге алғыс айтып, қош келдіңіздер дегім келіп отыр. Кездесу министрліктің ресми сайтында, Facebook, YouTube әлеуметтік желілерінде және Zoom қосымшасы арқылы онлайн трансляциялануда. Ендеше күн тәртібіне сәйкес ең алдымен қоршаған ортаны қорғау, геология, су, орман шаруашылығы, сондай-ақ балық және жануарлар дүниесін қорғау саласына қатысты министрдің есебі тыңдалады. Ал кездесудің екінші бөлігі министр Мағзұм Маратұлы сіздердің сұрақтарыңызға жауап береді. Сөз басында айта кететін мәселе, бүгін біз мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің, ұйымдардың өкілдерімен де жүздесіп отырмыз. Кездесуімізді бастамастан бұрын есепке 1,5 сағат берілгенін атап өткім келіп отыр. Ең алдымен есебімізді экология, геология және табиғи ресурстар министрінің баяндамасынан бастасақ. Уважаемые участники, позвольте начать нашу встречу с отчета министра экологии, геологии и природных ресурсов. Құрметті Мағзұм Маратұлы, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, құрметті кездесуге қатысушылар, қайырлы таң. Халыққа есеп беру мақсатында ұйымдастырылған кездесуді бастауға рұқсат етіңіздер. Бүгін министрліктің өткен жылғы және осы жылдың 5 айындағы жұмысының қорытындылары туралы қысқаша айтып, орта мерзімді перспективаға арналған негізгі басымдықтарды баяндауға тырысамын. Өздеріңіз білетіндей, министрліктің қызметі 4 негізгі бағыт бойынша жүзеге асырылады. Олар қоршаған ортаның сапасын жақсарту, геология, су ресурстары, орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі. Өткен жыл біздің министрлік үшін белсенді болды, көптеген оң нәтижелерге қол жеткізе алдық. Өз баяндамамда әрбір бағыт бойынша атқарылған жұмыстар туралы қысқаша тоқталып кетейін. Экология мәселелерінен бастайын. Негізгі өзекті экологиялық проблемалар атмосфералық ауаның сапасы, жер үсті суларының ластануы, қалдықтарды басқару жүйесінің жетілмегендігі. Экологиялық мониторинг қорытындысы бойынша Теміртау, Нұрсұлтан, Алматы, Ақтөбе, Атырау, Өскемен, Қарағанды, Балқаш, Жезқазған қалалары атмосфералық ауаның ластануының жоғары деңгейімен сипатталады. Ластаушы заттардың нақты шығарындылары мен төгінділері өткен жылы 2019 жылдың деңгейіне ұқсас және тиісінше 2,5 миллион тоннаны, ал төгінділер 1,1 миллион тоннаны құрады. Бүгінгі күні елімізде 125 миллион тонна қатты тұрмыстық қалдықтар жинақталған. Оларды қайта өңдеу үлесі 2019 жылғы 15%-дан өткен жылы 18,3%-ға дейін ұлғайды. Өңдеудің төмен үлесінен басқа қатты қалдықтар полигондарының нормаларға және стихиялық қоқыстарға сәйкес келмеуі өзекті мәселе болып қала береді. В целях улучшения экологической ситуации в регионах на основе обсуждения экологических проблем с жителями и экоактивистов были утверждены 17 дорожных карт. В картах предусмотрены мероприятия по дальнейшей газификации, переводу общественного транспорта на газовое топливо, озеленению городов, снижению выбросов и так далее. Их реализация позволит довести уровень переработки отходов с текущих 18 до 30%, построить 24 новых полигона ТБО, провести рекультивацию и ликвидацию исторически загрязненных земель, построить 7 новых и провести реконструкцию 12 канализационных очистных комплексов, ну и самое главное, позволит снизить индекс загрязнения атмосферы в наиболее загрязненных городах. В целом по стране предусмотрено выполнение 485 мероприятий. По итогам первого квартала мы провели встречи с общественностью о ходе реализации дорожных карт. Проведенный анализ показал, что в первом квартале этого года предусмотрено 70 мероприятий, из которых 42 выполнены. По остальным мероприятиям ведется работа, вопрос находится на нашем ежедневном постоянном контроле. Для решения вопросов повышенного загрязнения атмосферного воздуха в городах благодаря активной работе как министерства, так и общественников были достигнуты договоренности о снижении выбросов загрязняющих веществ рядом компаний и предприятий. Так, по городу Алматы принято решение по ТЭЦ-2, начата разработка ТЭО по переводу на газ ТЭЦ-3. В Карагандинской области, согласно подписанного меморандума между нашим министерством и АО «ArcelorMittal Темиртау»,
Компания обязуется снизить выбросы в атмосферу на 30% до 2025 года. Также будет осуществлена посадка 500 тысяч деревьев вокруг города Темиртау. Но хочу еще отметить, что 30% это, понятно, не предел. Вот, и сейчас мы ведем работу с компанией ArcelorMittal Темиртау по дальнейшему снижению до 50% в течение 10 лет. Жесказганским медиплавильным заводом ТО «Казахмыс Смелтинг» запланировано строительство и ввод в эксплуатацию нового серно-кислотного цеха. Это позволит снизить выбросы диоксида серы в 3 раза, с 60 до 20 тысяч тонн. В Атырауской области нефтеперерабатывающим заводом АНПЗ начата рекультивация полей испарения тухлой балки. Хочу отметить, что этой проблеме более 75 лет, вот, и является одним из основных источников неприятного запаха в областном центре. В Актюбинской области на заводе ферросплавов начата реализация по модернизации и реконструкции цехов. В результате выбросы снизятся на 30% уже к концу 2022 года. Это тоже важнейший вопрос. Компания «Казхром» является крупнейшим загрязнителем в городе Ахтубе. И вот соответствующая договоренность достигнута. Более того, компания, как я уже сказал, уже приступила к активной фазе модернизации цехов. В Восточно-Казахстанской области нами был подписан меморандум с ТО «Казцинк», и в рамках которого ожидается снижение выбросов в атмосферу на 20%. В Мангыстауской области начата ликвидация исторического загрязнения Кошкар-Ата, завершение которой произойдет уже в течение нескольких лет. Хочу отметить, что это очень старая проблема, проблема с советских времен, которая нашла решение именно начиная с этого года. Помимо этого, в Западном Казахстане, в Мангыстауской, Атырауской областях существуют очень большие проблемы, связанные с историческими нефтяными отходами. Там на хранении порядка 2,5 миллионов тонн. Вот, и, соответственно, компания «Казмунайгаз» уже начала ликвидацию этих загрязнений, и уже на сегодняшний день ликвидировано порядка 440 тысяч тонн. Шығарындылар мен төгінділердің сапалық және сандық құрамы туралы уақытылы және дұрыс ақпарат алу мақсатында жаңа экокодексте бірінші санаттағы объектілер үшін деректерді уәкілетті органға бере отырып, өндірістік экологиялық мониторингті міндетті автоматтандыру көзделген. Министрлік деректерді берудің әмбебап форматы арқылы осы АСМ қатысушылардың бір жүйе біріктіруді көздейді, яғни осы жұмыстың арқасында бізде күнделікті 24 сағат сайын нақты ақпарат келе түсетін болады министрлікке. Түзілетін қалдықтардың көлемін қысқарту мақсатында Waste to Energy қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату тетігін енгізу жөніндегі заң қабылданды. Қоқыс жағатын зауыттар салу үшін 6 қала анықталды. Бұлар Нұр-Сұлтан, Ақтөбе, Алматы, Шымкент, Қарағанды және Өскемен қалалары. Бұл енді пилоттық жобалар. Үлкен жақсы жетістіктерге жеткен кезден бастап бүкіл облыс орталықтарында осындай зауыттар салынатын болады. Әкімдіктер осы 6 зауыттарға арналған жер учаскелерін бөлді. Энергия беруші ұйымнан электр желісіне қосудың таяу нүктелерін анықтады. Энергия өндіруші ұйымдардың тізбесін қалыптастыру үшін аукционды өткізуге құжаттарды қабылдау басталды. Екінші жартыжылдықта қорытынды шығаратын боламыз. Рұқсат етілмеген қоқыстар мәселесі де назар аударуды талап етеді. Ғарыштық мониторинг аясында жыл сайын 8 мыңға жуық қоқыс үйінділері анықталады. Әкімдіктер олардың көбею бойынша жұмыс жүргізуде. Бұл ретте заңсыз қоқыс үйінділері мәселесін жүйелі шешу үшін жаңа экологиялық кодексінде қоқыс шығаратын көліктеріне GPS датчиктерін міндетті түрде орнату мәселесі көзделген. Айыппұлдар өсетін болады. Қалдықтарды қайта өңдеумен және кәдеге жаратумен айналысатын кәсіпорындар үшін лицензиялау және қоқыс шығаратын ұйымдар үшін хабарлама жасау тәртібі енгізілді. Далее перейду к вопросам развития геологической отрасли. Ключевым вызовом, стоящим перед отраслью, является низкая восполняемость запасов. На сегодняшний день коэффициент соотношения прироста полезных ископаемых к объему их добычи по твердым полезным ископаемым составляет в среднем 0,13, по углеводородному сырью 0,9. Но хочу
такую ремарку сделать, что вообще геологи придерживаются такого неписанного правила, что при добыче 1 тонны полезного ископаемого необходимо, соответственно, найти и поставить на баланс не менее 1,5–2 тонн. То есть коэффициент должен быть 2. У нас вот сегодня, как вы видите, от 0,13 до 0,9. За последние десятилетия отработаны многие крупные месторождения полиметаллических руд. В некоторых областях наблюдается ежегодное снижение объемов добычи нефти. Вместе с тем в Казахстане имеются значительные перспективы для новых открытий и в части углеводородов, и в части твердых полезных ископаемых. В этой связи по поручению главы государства мы приступили к разработке национального проекта развития геологической отрасли на 2021–2025 годы. Предусматривается определить нефтегазовый потенциал слабоизученных осадочных бассейнов и изучение глубоких горизонтов в пределах горнорудных районов. Реализация проекта позволит повысить изученность территории, оценить прогнозные ресурсы полезных ископаемых. Помимо указанных задач, это позволит увеличить занятость населения при геологоразведочных работах, привлечь инвестиции, создать новые рабочие места при строительстве и эксплуатации горно-обогатительных комбинатов. Такие результаты, несомненно, положительно отразятся в решении социальных вопросов регионов. В этом году будет введена в эксплуатацию информационная система «Национальный банк данных минеральных ресурсов». Система будет служить окном для инвесторов путем получения доступа к электронной базе геологической информации и позволит перевести взаимоотношения госорганов и недропользователей в цифровой формат. В 2020 году разработан ряд бизнес-процессов, такие как выдача лицензий на разведку-добычу, приобретение геологической информации, выполнена интеграция с государственной базой данных. Экономиканың келесі маңызды бағыты су шаруашылығы. Су ресурстарының балансы туралы қысқаша айтып берейін. Қазақстанның қолда бар су ресурстары жер асты сулары мен өзен ағысының қорларынан тұрады. Өзен ағыны ресурстарының соңғы жылдардағы нақты көрсеткіштері 90 мен 100 текше километрдің арасынан құрайды. Оның 55%-ға жуығы жергілікті ағын, ал 45% Қытайдан, Орталық Азия елдерінен және Ресейден трансшекаралық өзендер арқылы келіп түседі. Бұдан басқа 3,5 мыңнан астам су кен орындарында жылына 15,5 куб километр көлемінде жер асты суларының расталған қорлары бар. Қолданысқа түсетін судың жалпы көлемі шамамен 25 куб километрді құрайды. Оның ішінде ауыл шаруашылығына 15 куб километр, немесе 65%, өнеркәсіпке 6 куб километр, немесе 30%, және коммуналдық шаруашылыққа 1 куб километр, немесе 5% тиесілі. Тасымалдау кезіндегі шығындар кемінде 3 куб километр құрайды. Қазіргі уақытта елдегі сумен қамтамасыз ету жағдайы экономика салалары мен халықтың талаптарын әзірше қанағаттандырады. Алайда су саласының келесідей негізгі проблемаларын бөліп көрсетуді жөн деп санаймын. Біріншісі, өзен ағысының төмендеуі және су тұтынудың өсу салдарынан орта және ұзақ мерзімді кезеңде елді сумен қамтамасыз етудің болжамды азаюы. Екіншісі, арналар мен ирригациялық жүйелердің қатты тозу себебінен тасымалдау кезінде судың жоғары шығыны. Атап айтқанда, ауыл шаруашылығында шығындар 44%-ға дейін жетеді. Оларды қысқарту үшін арналарды жөндеу және автоматтандырылған басқаруды енгізу талап етіледі. Келесі, тарифтің төмен болуы, инфрақұрылымға инвестициялардың және білікті кадрлардың жетіспеушілігі. Біздің алдымызда су балансын сақтау, суармалы жерлерді 1,600,000 гектардан 3 миллион гектарға дейін ұлғайту үшін жаңа ирригациялық жүйелер салу, су шаруашылығы инфрақұрылымын жаңғырту және реконструкциялау, цифрландыру, су үнемдеу, кадрлармен қамтамасыз ету және тағы басқа да міндеттер тұр. Мен алдында атап өткенімдей, судың шамамен 45%-ы Қытайдан, Орталық Азия елдерінен және Ресейден трансшекаралық өзендер арқылы келіп түседі. Қазір судың аз циклына тап болдық. Осыған байланысты вегетациялық кезеңді өткізу мақсатында көршілерімізбен нақты жұмыс жүргізудеміз, яғни су дипломатиясы. Осылайша Қырғыз елімен қосымша су алу туралы келістік. Вегетация шыңында
маусым тамыз айларының арасында Тоқтоғұл су қоймасынан қосымша 330 миллион куб метр су ағызылады. Бұл су көлемін Өзбекстан аумағы арқылы өткізу туралы да уағдаластықтарға қол жеткізілді. Сондай-ақ тәжік және өзбек тараптарымен бірлесіп кешірім өтінемін, осында интернет желісі кішкене тұрақсыз болуына шығып кеттік. Демемен тағы да қайталайын. Тоқтоғұл қоймасынан қосымша 330 миллион куб метр су ағызылады. Бұл Қырғызстанда орналасқан. Бұл су көлемін Өзбекстан аумағы арқылы өткізу туралы да уағдаластықтарға қол жеткізілді. Сондай-ақ тәжік және өзбек тараптарымен бірлесіп, Бахри-Тоджик су қоймасының жұмыс режим бойынша келісімдер жүргізілуде. Осыны ескере отырып, ақпан-наурыз айларында біз ауыл шаруашылығы министрлігімен өңірлерге барып кеңестер өткіздік. Дихандармен қалыптасып отырған су шаруашылық жағдай туралы хабардар еттік және суды көп қажет ететін дақылдардың егістігін азайтуды ұсынып және аз су болған жағдайда вегетацияға тиісті дайындық жұмыстарды жүргіздік. Негізгі міндеттердің бірі мемлекет басшысының суармалы жер көлемін бүгінгі 1,6 миллион гектардан 2030 жылға дейін 3 миллион гектарға дейін ұлғайту жөніндегі тапсырмасын орындау болып табылады. Былтыр 813 километр канал жөнделді. 53,5 мың гектар суармалы жер айналымға енгізілді. Бұл қосымша 26 мың жұмыс орнын құруға және ауыл шаруашылық өнімінің көлемін жыл сайын 30 миллиард теңгеден астам сомаға ұлғайтуға мүмкіндік береді. Бұл жұмыс жалғасатын болады. Осы жылы суармалы жерлердің көлемі 78 мың гектарға артады. 2025 жылға дейін суармалы жерлердің ауданын 2,2 миллион гектарға дейін жеткізу, яғни 600 мың гектарға ұлғайту жоспарланған. 5 жыл ішінде біз 4,5 мың километрден астам арналарды қайта жаңартуды жоспарлап отырмыз. Бұл ауылды жерде 120 мың жұмыс орын құруға және жыл сайын 510 миллиард теңге сомасына өнім өсіруге ықпал ететін болады. Бұдан басқа 41 апатты су қоймаларын қалпына келтіру бойынша жұмыс жүріп жатыр. Оның ішінде 2017-19 жылдары 10 объекті пайдалануға берілді. Өткен жылы 2 объект дайын болды. Биыл 8 нысанды аяқтау жоспарланды. Қалған 21 нысан 2025 жылға дейін іске асырылады. Сондай-ақ 9 өңірде жалпы көлемі жылына 3 миллиард 600 миллион куб метр болатын 39 жаңа су қоймасын салу жоспарланған. Биыл Түркістан облысындағы Кеңсай Қосқорған 2 су қоймасының құрылысы аяқталады. Су қоймаларын салу 70 елді мекен үшін су тасқын қаупін азайтуға, 394 мың гектар жаңа суармалы жерлерді айналымға енгізуге, ауыл шаруашылығында 129 мыңнан астам жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар трансшекаралық өзендер тәуелділігінен арылуға жағдай туғызады. Суды есепке алу бойынша мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында былтыр Түркістан облысы Мақтаарал ауданында ұзындығы 12 километр К19 магистралды каналын цифрландыру бойынша пилоттық жоба іске асырылды. Каналды цифрландырудың арқасында суару нормалардан 45% көп жұмсалатыны анықталды. Биыл 16 арнаны цифрландырамыз. Алдымыздағы 5 жылдың ішінде ұзындығы 2,8 мың километрден асатын 119 су арнаны цифрландыру жоспарымызда бар. Ауыз суды елді мекендерге жеткізу бөлігінде былтыр топтық су құбырлары құрылысының 14 жобасы іске асырылды. Олардың 3-і аяқталды.
Нәтижесінде 343 километр желі салынды. Алматы, Қызылорда, Батыс Қазақстан облыстарында 124,5 мың халқы бар 15 елді мекен мен бір қаланы сумен жабдықтау қамтамасыз етіліп жақсарды. Биыл ұзындығы 845 километр болатын 8 жобаны аяқтап, пайдалануға беру жоспарланды. Ақмола, Ақтөбе, Қарағанды, Қызылорда және Солтүстік Қазақстан облыстарының 203 мың тұрғыны бар 61 елді мекен үшін сумен жабдықтау қамтамасыз етіліп жақсартылады. 2 жыл ішінде 10 ұзақ жылдарға созылған құрылыстың 5-еуін тапсырдық. Биыл тағы 3-ін аяқтаймыз және келесі жыл қалған 2-ін тапсыру жоспарланған. Яғни 10 жылда бітірмей жатқан жұмысты сол 2 жылдың ішінде біз бітірдік біразын. Несколько слов хотел бы сказать про совершенствование водного законодательства. Анализ действующего водного кодекса показал, что с 2003 года кодекс на 68% претерпел изменения и дополнения. Он в основном ориентирован на хозяйственное использование воды. В этой связи нами начата работа по разработке концепции нового водного кодекса. В новом водном кодексе будут усилены направления сохранения водно-ресурсного потенциала страны и управления спросом на воду. Кроме этого, хочу отметить, что в целях кадрового обеспечения по инициативе министерства в 2020 году был открыт Институт водного хозяйства в Торгу имени Дулати. В целях повышения квалификации специалистов в области водного хозяйства в 2021 году также были открыты 2 центра. Один в Северо-Казахстанской области, другой в городе Алматы. В этом году планируем обучить не менее 800 человек. Кроме этого, нами был создан кадровый резерв из 15 человек специалистов водного хозяйства в регионах. Перейду к вопросам лесного хозяйства и животного мира. Как вы знаете, по инициативе главы государства в течение 5 лет будет высажено 2 миллиарда деревьев. Работа по посадке уже начата. За весеннюю посадку было посажено более 80 миллионов деревьев на площади более 26 тысяч гектар. Благодаря указанным мерам по посадке 2 миллиардов деревьев мы сможем довести лесистость страны до 5% к 2030 году. Отдельным вопросом является посадка саксаула на осушенном дне Аральского моря. С 90-е по 21 годы осуществлена посадка саксаула на площади 195 тысяч гектар или на 9% площади казахстанского сектора высохшего Аральского моря. Несколько недель назад нами был организован выезд экспедиции из числа ученых и специалистов, проведена ревизия существующих насаждений. С учетом естественного происхождения площадь составляет уже 337 тысяч гектар. По поручению главы государства мы начали разработку комплексной программы по посадке саксаула. В 21-30 годы мы ставим задачу по высадке саксаула на площади порядка 1,1 миллионов гектар, что позволит реально решать существующие экологические проблемы данного региона. Хочу отметить, что после случая незаконной вырубки деревьев в городе Алматы возле магазина «Сулпак» в целях повышения ответственности за незаконную порубку, уничтожение и повреждение деревьев были внесены изменения и дополнения в действующее законодательство в части увеличения штрафов и ужесточения санкций к нарушителям, в том числе уголовное законодательство. Так увеличены размеры возмещения ущерба с 6 до 1000 МРП за каждое незаконно краснокнижное дерево, незаконно срубленное краснокнижное дерево. Помимо этого внесены изменения в административные и уголовные кодексы в части увеличения штрафов и ужесточения санкций к нарушителям. Также в целях законодательного упорядочения всех вопросов по охране, воспроизводству и использованию ресурсов растительного мира нами был разработан законопроект о растительном мире, который сейчас рассматривается в Мажилисе. В соответствии с поручением главы государства, министерством ведется активная работа по развитию экологического туризма. В этой связи разработаны мастер-планы с учетом мнения специалистов и общественности. При нацпарках созданы общественные советы, определены инвесторы по крупным 4 национальным паркам Алматинской области. Так, по нацпаркам Алматинского региона предполагается построить 11 современных визит-центров, 5 эко-отелей, 28 глэмпингов, 8 кемпингов,
4 этноаула в ближайшие несколько лет будет привлечено более 31,5 миллиарда тенге частных инвестиций. Ожидаемый поток туристов, естественно, будет расти, будут создаваться новые рабочие места. В настоящее время начато строительство необходимой инфраструктуры. Как известно, в нацпарке Илья-Алатау был открыт визит-центр Аюсай. Обустраиваются тропы в Илья-Алатау. Ряд троп вокруг визит-центра уже обустроен. Построен мост через реку для удобства туристов. Волонтерами ведется обучение по экокультуре. Уважаемые участники встречи, пользуясь данной площадкой, хочу сказать, что сейчас настала теплая погода, люди массово направляются на природу. Прошу бережно относиться к нашим уникальным природным богатствам, не мусорить, не разжигать костер в неположенных местах. Нам нужно уважать и сохранять природную красоту для будущих поколений. В отчетном году принимались меры по сохранению животного мира. На слайде представлены статистические данные, показывающие значительный рост численности сайгаков по итогам учета этого года. Хочу отметить, что если в 2019 году по подсчету было 334 тысячи сайгаков, то благодаря очень серьезной работе наших инспекторов по борьбе с браконьерством, по пресечению всех фактов браконьерства, количество популяции выросло более чем в 2 раза. И вот буквально мы в конце мая месяца завершили подсчет, и вот видно на слайде 842 тысячи головы сейчас популяция. Вместе с тем факты браконьерства, конечно же, не прекращаются. В этой связи совместно с МВД и КНБ мы работаем, и в рамках нашей работы проводятся профилактические мероприятия, уже пресечена деятельность ряда преступных групп и так далее, и так далее. Запущен пилотный проект смарт-патрулирования с применением беспилотных летательных аппаратов. Мы начали наших инспекторов сейчас укомплектовывать видеорегистраторами, видеожетонами, системами записи для того, чтобы мы могли видеть, фиксировать любые нарушения. В целях искоренения участившихся фактов варварского отношения к животным был разработан проект закона о защите животных. Законопроект содержит основные нормы ответственного отношения к животным. Кроме этого, ответственность за жестокое обращение и любые другие нарушения будут предусмотрены в сопутствующих законопроектах. Балық шаруашылығын дамыту саласында да бірқатар жұмыстар атқарылды. Үкімет деңгейінде балық шаруашылығын дамытудың 2030 жылға дейін бағдарламасы бекітілді. Оның негізгі индикаторлары слайдта көрсетілген. Қолданыстағы заңнаманы жетілдіру бойынша жұмыс жүргізілді. Негізгі түзетулер слайдта шығарылған, жұмыс қазір белсенді жалғасуда. Стратегиялық сипаттағы жұмыстармен қатар балық ресурстарының табиғи популяциясын сақтау бойынша жедел жұмыс жүргізілді. Өткен жылы Каспий ит балығы қызыл кітапқа енгізілген жануарлар түрлерінің тізіміне енгізілген. Каспий ит балығының негізгі мекендеу ортасы Қазақстан мен Ресейдің аумақтық сулар аймағында орналасқан ескере отырып, біздің ғалымдар өткен жылдан бастап бірлескен 5 жылдық зерттеулерді бастады. Құрметті кездесуге қатысушылар, өздеріңіз көріп отырғандай министрліктің қызметі көп салалы. Өз сөзімде қысқа уақыт ішінде министрлік жұмысының негізгі қорытындылары мен қойылған міндеттері туралы айтып беруге тырыстым. Министрлік жетекшілік ететін салаларды дамытудың жоғары деңгейіне қол жеткізуге бағытталған қызметімізде сіздермен бірге нәтижелі жұмыс атқаратынымызға сенімдімін. Назарларыңызға рахмет. Баяндамам аяқталды. Үлкен рахмет Мағзұм Маратұлы. Құрметті қатысушылар, енді кездесуіміздің екінші бөлігіне көшеміз. Сіздерді кездесу жұмысына белсенді қатысуға және министрге сұрақ қоюға шақырамын. Бізге берілген уақытты тиімді пайдалануымыз қажет. Уважаемые участники, учитывая, что сейчас только в формате Zoom более 200 человек принимает участие, предлагаю следующее. В Zoom есть кнопка «Поднять руку». Если у вас есть вопросы, вы можете поднять руку, и по очередности мы будем предоставлять слово. Кроме того, хотел бы отметить, что месяц назад министерством было размещено объявление о направлении вопросов к отчету перед населением. Я озвучу несколько поступившихся вопросов, пока я
поднятых рук не вижу. Магзум Маратович, вот первый вопрос поступил от жительницы столицы. Зовут Булбул. Булбул беспокоит вопрос строительства мусоросжигающих заводов в городах, так как жительница столицы отмечает, что изучила все новости и статьи по этому вопросу и говорит, что в Европе в 90-х годах уже отказались от таких заводов, потому что вреда жизни людей и других обитателей планеты, и также расходов было больше, чем позитивных моментов. И просит отказаться от этой идеи и акцентируя внимание над тем, что будут как бы загрязнены водные и воздушные бассейны городов, и также будут опасные выбросы. Не могли прокомментировать насчет этого вопроса? Спасибо. Спасибо, Булбул. На сегодняшний день в мире насчитывается порядка 1600 заводов, и всем нам известно вот тот очень успешный опыт Швеции, когда Швеция сегодня фактически создала новую энергетическую отрасль благодаря утилизации отходов. В центре европейских столиц, такие как Вена, Париж, Лондон, Копенгаген, стоят соответствующие мусоросжигательные заводы. Это не сжигание мусора в классическом понимании, это сжигание мусора при очень высокой температуре. Самое главное, что мы во главу угла поставили минимальное влияние на окружающую среду, то есть в законе, в экологическом кодексе, нами четко были прописаны требования к заводу, и мы законодательно прописали, что выбросы должны осуществляться в соответствии с европейскими директивами. То есть именно опыт Европы нами, ну скажем так, будет уже предлагаться здесь в работу. Поэтому я считаю, что ваша обеспокоенность, она напрасная. Вот, и, соответственно, вот эти заводы мы планируем. Но, естественно, строительство каждого завода, оно будет проектироваться, потом будут проводиться общественные слушания, и мнение общественности, естественно, тоже будут учитываться. Спасибо. Рахмет. Келесі сұрақ Байге Ньюс, KZ, сізге сөз беріледі. Здравствуйте. Слышно меня? Да, слышно. Просьба представиться перед вопросом. Меня зовут Жадра Журмухаметова, редакция Байги Ньюс, журналист. Скажите, пожалуйста, подробнее, как будет решаться проблема с улучшением качества воздуха в городах Нур-Султан, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Актубе, Актау, Балхаш, Казган. Можете, пожалуйста, подробнее рассказать? Спасибо. Спасибо. У нас, как я уже вот в своих слайдах говорил, у нас по каждому городу, в принципе, есть четкое понимание, как необходимо снижать выбросы. Вот, у нас в каждом городе есть свой, скажем так, наиболее крупный загрязнитель. В некоторых городах их может быть 1, 2, 3. Вот. Если говорить, например, по промышленным предприятиям, то нами ведется работа с промпредприятием по или уходу от угольных выбросов, или по установке фильтров, или по изменению технологий. Но в целом системно этот вопрос можно решать через установку внедрения наилучших доступных технологий. Это как раз та норма, которую мы включили в наш экологический кодекс. Вот сейчас ведется разработка соответствующих справочников по НДТ, и мы ожидаем, что вот с 25 по 35 год начнется внедрение НДТ, и мы начнем видеть реальные уже результаты. Но с учетом того, что у нас есть вот 9-10 наиболее крупных, наиболее загрязненных городов, мы не ждем 1935 года, мы не ждем 1925 года, мы с каждым загрязнителем работаем отдельно. Вот я вот уже говорил, как пример, вот ArcelorMittal Тимиртау. Достигнута договоренность по инвестированию порядка 380 миллионов долларов со стороны компании в течение 5 лет и снижению выбросов на 30%.
Достигнута договоренность с компанией ERG по городу Ахтубе, это филиал Казхром, ТО Казхром, и по Павлодару, по алюминиевому заводу и по Аксусской ГРЭС. То есть с каждым вот таким загрязнителем мы работаем в ручном режиме, находим возможности по снижению выбросов, и эту работу мы, естественно, будем продолжать. Но опять же, системно это все уже отрегулировано в экологическом кодексе. Спасибо. Рахмет, Магзум Маратович. Уважаемые участники, продолжаем. Хочу отметить, что, еще раз повторяю, в Zoom есть кнопка «Поднять руку». Просьба данную кнопку нажать, тогда мы на экране увидим ваши вопросы. Следующий вопрос Куралай Али. Куралай, слово вам предоставляется. Добрый день, уважаемые участники. Магзум Мирзагалиев, у меня вопрос по мусоросжигательному заводу. Я обращаюсь к вам от экологических активистов Казахстана. Почему Министерство экологии продолжает игнорировать требования общественности Казахстана о проведении общественных слушаний, согласно Орхусской конвенции, где говорится, что участие общественности обеспечивается начиная с раннего этапа, когда открыты все возможности для эффективного участия общественности. Я уверена, что Магзум Мирзагалиев найдет час своего времени провести общественное слушание с общественностью и услышать альтернативное мнение, альтернативные решения по решению ТБО. Вот. Потом второй вопрос у меня. Во время конференции Ассоциации экологических организаций Казахстана 18 мая мы передали представителю Министерства экологии Асем Серикбайқызы, руководителю управления ТБО, ряд вопросов технических, юридического и финансового характера по поводу проекта мусоросжигательных заводов. Прошел почти месяц, ответа мы так и не получили. Спасибо, Куралай. Ну, во-первых, вот я хочу отметить, что в новом нашем экологическом кодексе мы специально и по собственной инициативе очень серьезно усилили влияние общественности в любых аспектах, связанных с экологией. Это первое. Второе, когда вы говорите, что мы ни с кем не встречаемся или мы глухи к этому, то это не так. То есть по закону, по вот этой норме Waste to Energy очень детальные и глубокие обсуждения проводились ранее. Теперь, когда будет уже конкретно в том или ином регионе обсуждаться проект того или иного завода, то по закону необходимо инициатору проекта провести общественное слушание. Вы это прекрасно знаете. Что касается вашего запроса нашему руководителю управления, то ответ готовится. Я своих коллег попрошу ускорить с его подготовкой и направлением вам. Спасибо. Спасибо, Магзум Маратович. На самом деле и в чате мы видим, что вопрос мусоросжигающих заводов, строительства мусоросжигающих заводов сегодня очень беспокоит общественность. И, конечно, в этом вопросе требуется всестороннее обсуждение и принятие и учет мнений каждого. Коллеги, следующий вопрос. Журналист Жанар Сердалина. Слово вам предоставляется. Добрый день, Магзум Маратович. Здравствуйте, уважаемые организаторы. Здравствуйте, коллеги. Спасибо за информацию. Надеюсь, меня слышно, видно, да? Да, спасибо, слышно, видно. Хорошо. Магзум Маратович, вот касательно завода, мусоросжигающего завода, у нас тут сразу посетители задались очень таким большим вопросом, да, и они интересуются, где будет локация в столице этого завода, когда начнется строительство и каковы гарантии, что завод не будет вредить и без того не идеальной экологической обстановке в городе? Вообще, я, наверное, вот уже третий вопрос подряд по мусоросжиганию. Мы недавно, в мае месяце, мы проводили соответствующий круглый стол. Вместе приглашали большое количество журналистов, неравнодушных граждан. Во-первых, я, наверное, попрошу вот своего заместителя Ахмеджана Абдижамиловича еще раз соответствующую работу инициировать и провести. Это первое. Второе, что касается вашего вопроса, то строительство завода предполагается за городом.
в районе действующего полигона. Вот здесь сегодня у нас находится мусоросортировочная линия и полигон, вот, и, соответственно, там будет построен завод. Мы на встрече, вот Ахмеджан Абдижамилович покажет объемы по выбросам европейских, которые прописаны в европейских директивах, вот, и влияние на здоровье, влияние на окружающую среду. Мы все это, конечно же, готовы продемонстрировать. Я понимаю, что вопрос очень сильно беспокоит, но я хочу отметить, что это было, скажем так, взвешенное и очень глубоко изученное решение с нашей стороны. Почему я это говорю? У нас сегодня 82-83% у нас просто закапывается в землю. То есть, и плюс мы вот с соответствующим полигоном мы проблему не решаем. У нас более 3500 полигонов в стране, всего 18% полигонов у нас в каком-то мало более-менее пригодном состоянии, санитарном состоянии. Поэтому проблему нужно все-таки решать системно и комплексно. Вот как раз-таки этот европейский механизм, который предлагается, это и есть то комплексное решение. Вот вы знаете, Швеция является чистейшей страной, но при этом со всей Европы морем везутся туда отходы. Финляндия экологически одна из наиболее благополучных стран мира. Там этот механизм уже вот последние десятилетия тоже продемонстрировал свою крайнюю эффективность. То есть я еще раз хочу сказать, что мы всю информацию покажем, и те жесткие требования из европейских директив мы продемонстрируем, и отдельно еще раз встречу Ахмеджан Абдижамилович проведет. Спасибо. Спасибо, Еще один Магзум Маратович. У вас еще один вопрос? Так, Позвольте да, еще один второй вопрос. да, коллеги, который- просьба, когда вопросы будете задавать, желательно, учитывая, что вопросы у нас поступают и от Фейсбука, и в чате Zoom, и люди вживую задают, одним вопросом желательно все сразу как бы озвучить. Поговорим. Спасибо. Хорошо. Магзум Маратович, а второй вопрос касаемо экологии, да, и в частности смог. Ежегодно он становится все плотнее, удушливее и вреднее для здоровья, однако, к сожалению, пока победить это явление мы никак не можем. Да, есть газификация, это прогрессивная мера такая великолепная, но пока она не становится массовой, да, то есть пока ее вклад в борьбу со смогом мы не можем пока учесть как максимальный, такой эффективный и так далее. Скажите, пожалуйста, все-таки, когда же мы победим этот смог, когда сначала смогут дышать полной грудью? Спасибо, Жанар. Вопрос, наверное, беспокоит всех, в том числе, естественно, и нас, как жителей столицы. Ну, во-первых, надо понимать, что проблема, она очень старая. То есть я понимаю желание многих, что создалось министерство, и нужно взять и смог тут резко победить. Это, естественно, невозможно. То есть каждое решение, оно требует установки фильтров, это проектирование, это закуп, это влияние на тарифы, вот, и так далее, и так далее. То есть проблема, она системная, она комплексная, она существует. Поэтому, естественно, уйдет несколько лет на то, чтобы эту проблему решить. Но вот я, например, по двум нашим крупным городам скажу, по городу Нур-Султан, мы уже сейчас вот работа по переводу ряда котлов на газ, она уже ведется, вот, она будет завершаться. Газификация города Нур-Султан с частного сектора, вот это район Юго-Восток, вы хорошо знаете, тоже сейчас проводится. Но, естественно, на все это уходит не один год, к сожалению. То же самое по городу Алматы. Я вот неоднократно говорил на разных площадках, еще раз скажу, что вот в прошлом году, когда началась эта пандемия, то мы посчитали, что это вот именно тот уникальный, наверное, случай, когда мы должны очень четко понять источники выбросов. И мы поняли, что, во-первых, влияние ТЭЦ-2 в городе Алматы, оно достаточно велико. То есть раньше оно почетным путем считалось, что оно меньше. То есть влияние все-таки велико. Но самое главное, мы пришли еще к выводу, что есть влияние ТЭЦ-3, которое раньше в балансе выбросов города в принципе вообще не учитывалось. Но мы поняли, я вот просто как человек, выросший в Алмате, скажу, вот если там по квадрату улиц, что у нас улица Толеби и вплоть вот район от Цай, от Момушулы и до Сейфуллина, это все у нас зона ТЭЦ-2. Зона ТЭЦ-3 это у нас зона аэропорта, зона вот, Турксибского района,
восточная объездная дорога и вплоть до Талгара. Это вот у нас зона влияния ТЭЦ-3. Поэтому соответствующие решения сейчас принимаются. Естественно, это все требует времени на проектирование, принятие соответствующих инвестиционных решений. Спасибо. Спасибо, Магзум Маратович. Следующий вопрос. То, что я ранее говорил, запросы были направлены и в министерство отдельно. Вопрос касательно реки Маловодья, реки Жайык. Жители Западно-Казахстанской области спрашивают, какой бюджет закладывается на исследование Маловодья реки Жайык, под какие программы закладываются данные бюджеты, и озвучьте перечень этих программ. Да, во-первых, по реке Жайык я, наверное, вначале хотел бы цифрами сказать, что у нас действительно, вот начиная с 2019 года, мы видим четко видим сложившееся маловодье. Оно у нас, в первую очередь, мы его ощущаем на юге и на западе. И вот в части, например, по реке Жайык. В 2019 году у нас был рекордно низкий сток, он составил у нас чуть более 3,5 кубических километров, тогда как средний многолетний сток у нас составляет в среднем порядка 9 кубокилометров, то есть в 3 раза практически он снизился. Прошлый год мы прошли чуть лучше, этот год, я надеюсь, мы пройдем лучше, чем 2020. Все предпосылки для этого есть, а предпосылки следующие. Во-первых, мы очень тесно работаем сейчас с нашими российскими партнерами. В этом году мы уже трижды встречались на уровне министров. Кроме этого, у нас практически ежемесячно проводятся встречи экспертов и ведутся сейчас совместные изучения. У каждой страны свой бюджет. Что касается нас по гидрологическому режиму, то у нас бюджет составляет порядка более 50 миллионов тенге. Основное, это нам необходимо определить гидрологию, определить прогноз водности, определить источники загрязнения, определить решение по снижению загрязнения. И в какой-то момент мы должны прийти совместно с россиянами к единому режиму работы водохранилищ, чтобы вода открывалась тогда, когда ее ждут внизу. Спасибо. Рахмет, Магзум Маратович. На самом деле вопросы экологии, они достаточно большие. Есть различные направления, вопросы связаны с водой, с особо охраняемыми территориями. Продолжим. Вопрос от Тимура Жайлаубаевича. Тимур Жайлаубаевич, слово вам предоставляется. Алло, здравствуйте. Как меня слышно? Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Магзум Маратович, извиняюсь, меня зовут Тимур, я представляю Республиканский научно-исследовательский центр. У меня вопрос касательно... Кого вы представляете? Может, вы маску, если у вас там людей рядом нет, может, маску снимете? Рахмет. Тимур Жайлаубаевич, Республиканский научно-исследовательский центр. У меня вопрос, Магзум Маратович, насчет национальных парков. Планируется ли министерством отменить аренду в национальных парках Республики Казахстан? Спасибо. Спасибо. Вопрос тоже очень многих беспокоит. И я думаю, он беспокоит людей из-за того, что вообще в целом наша экологическая сознательность, она с каждым годом все больше и больше растет. Это первое. Это положительная сторона. Второе. У каждого национального парка есть зональность, то есть есть те территории, в которых запрещена любая деятельность, так называемые заповедные зоны, участки. Это те зоны, где имеются или очень редкие животные, или очень редкие растения. Там ничего делать нельзя. Есть зоны рекреации. Это как раз-таки те места, которые должны служить нам с вами, то есть гражданам этой страны и нашим гостям. Эти участки, естественно, необходимо развивать для того, чтобы туристу создавать необходимые условия. То есть это где бы он мог, извиняюсь за подробности, справить свои физиологические потребности. Это места, где бы он мог бы приобрести воду, может быть, перекусить
и так далее, и так далее. Такие места, они развиваются, и мы планируем их продолжать развивать. Другое дело то, что развивать их нужно не хаотично. Я считаю, что нельзя раздавать эту землю, скажем так, без какого-либо четкого видения. То есть национальные парки необходимо развивать очень умно и учитывать экологическую и рекреационную нагрузку. В этой связи в прошлом году мы, вы знаете, создали общественные советы. Каждый проект, который сегодня в национальных парках планируется к развитию, он проходит через серьезнейшее, скажем так, жернова обсуждения с общественниками. Эту работу мы будем продолжать. В прошлом году звучало мнение со стороны ряда общественников о том, что 49 лет – это слишком долго, аренда 49 лет. Понятно, что это в законе 49 лет всегда соответствующий механизм, срок был прописан, но по нашей инициативе мы в прошлом году его сократили до 25 лет. Спасибо. Следующий вопрос предоставляется Нурбол, я вижу вот по очереди. Нурбол, слово вам предоставляется. Вадим Николаевич, вы следующий у вас, я вот вижу по списку. Ассалаумағалейкум, естіліп тұр ма? Естіліп тұр, саламатсыз ба? Ассалаумағалейкум, менде мынандай бір сұрақ болып тұр. Енді өзім бірінші таныстырып өтейін. Нұрбол Құмжар, ЭКЖ қауымдастығы Маңғыстау өңірлік экологиялық кеңесінің мүшесі боламын. Журналист. Енді мындай сұрақ, елімізде соңғы жылдары тұрмыстық қатты қалдықтардың көлемі бойынша зерттеу жұмыстары жүргізілді ме екен? Егер жүргізілмесе, алдағы уақытта соны жүргізу жоспарда бар ма? Себебі тұрмыстық қатты қалдықтар енді ол өте өзекті үш мәселенің бірі болып тұр ғой бүгінгі таңда. Жалпы енді осы жұмыстарға уәкілетті органдардан бөлек, мысалға жеке қоғамдық қорлар бар, жалпы осы экологиялық мәселелермен айналысып жүрген. Сонымен қатар азаматтар, яғни мүдделі тараптар, қарапайым тұрғындар осы зерттеу жұмыстары жүргізсе, жалпы министрлік тарапынан қолдау көрсетіле ме уәкілетті орган ретінде? Ең біріншіден, саламатсыз. Біріншіден сұрағыңызға рахмет. Әрине осындай жұмыстар жүріп жатады. Оны жергілікті әкімшіліктер сондай жұмыс жасайды. Бізде елімізде жыл сайын 5 пен 6 миллион арасында қатты тұрмыстық қалдықтар қалыптасады жылына. Біз былтыр осы 6 қалаға қатысты тиісті зерттеу жұмыстар жүргіздік. Оның ішінде осы қалдықтар қалыптасу көлемі, нақты көлемі, оның морфологиялық құрамы, сосын айында әр ай сайын келетін қалдықтардың көлемі, енді айға дейін бірнеше енді нелер өзгерістер болады ғой. Сондай жұмыстар жүргіздік былтыр. Дегенмен, егер өзіңіздің тағы да бір ұсыныстарыңыз бар болатын болса, біз соларды қабылдап, бірге жұмыстануға дайынбыз. Рахмет. Следующее слово Вадим Николаевич Борейко. Добрый день, Магзум Маратович. Добрый день. В ближайшие дни будет целая серия общественных слушаний по проекту развития экотуризма в национальных парках Алматинской области. 18 июня в Кульсае, 21 июня по Чарыну, 22 июня по Алтын-Эмелю. Я изучил все эти два предовоза, я изучил по Чарыну и по Алтын-Эмелю. Предовоз по Чарыну был вывешен 22 мая. После этого через неделю прошел сель. Погибло 2 человека, 6 пострадало. 11 или 12, точно не знаю, июня прошел еще один сель в каньоне Бестамак, тоже на Чарыне. Тем не менее, в предовоз развития экотуризма никакой правки нету, он тот же самый висит. Там всего один раз употребляется слово «сель», и все. Вы не собираетесь отложить или хотя бы
или отменить вообще общественные слушания, потому что Чарын полностью поменял свой статус на смертельно опасный туристический маршрут. На мой взгляд, проект вообще этот надо закрывать. Спасибо. Спасибо. Ну, во-первых, вы как активный представитель общественности, во время общественных слушаний можете давать те или иные комментарии к предовоз. И, соответственно, или к АВОС. И, соответственно, разработчик АВОС должен будет письменно ответить на замечания, поступившие от общества. Это первое. Второе. Что касается вот Чарына и инфраструктуры в Чарыне, то если вы внимательно изучили, то вы должны были увидеть, что вся инфраструктура, которая предполагается к строительству, под всей инфраструктурой я имею в первую очередь в виду это визит-центр, это глэмпинг, это вот лавки, которые по продаже там будут, этноул и так далее, и так далее. Они все планируются не в каньоне, они планируются на верхней площадке. Там, где сегодня существует как раз-таки автомобильная парковка. Вот это тоже необходимо, конечно же, учитывать. А люди что, не будут ходить, что ли, в каньон? Если вы посмотрите в предовоз, то, я еще раз хочу сказать, то инфраструктура планируется к строительству на верхней площадке. Там эскизов нету, Магзум Маратович. Там есть непонятные точки, вот карты, я смотрел, там эскизов нету, он не подробный. Даже на Кокжаляу были эскизы, там ничего, это пустой. Кстати говоря, оба предовоз по Чарыну и Полтонавилю делала группа под руководством Сергея Скляренко. Они были выполнены 4 мая, единовременно прошли тендеры на сдачу участков в 3 нацпарках. Одновременно прошли. И всего лишь за 2,5 месяца сделаны были предовозы. Это о чем говорит? Либо о том, что они сделаны на коленке, либо о том, что тендеры – это профанация, как обычно. То есть заранее уже Казак Geography были отданы эти участки все. Причем в Чарыне, там была всего одна заявка, это мне директор говорил, Ахметов. Ну, давайте начнем с того, что, во-первых, профанацией называть такие вещи нельзя. Ну, да? вам нельзя, где можно. Почему? Потому что конкурс проводился открыто, мы заранее все опубликовали, на общественном совете вся информация была представлена. Другое дело то, что экономика у таких проектов, она, к сожалению, не очень хорошая. И любой бизнесмен несколько раз посчитает, прежде чем вкладывать свои деньги. Соответственно, если вот один желающий у нас пришел на Чарын, это хорошо, что в конце концов хоть кто-то нашелся. Теперь, что касается предовоза, написанного на коленке или все-таки за столом, там, со всеми с выездами на территорию и проведением необходимых исследований, то вы уже сейчас сами сказали, будут проводиться общественные слушания. На этих общественных слушаниях можно как раз-таки задать вопросы разработчику и посмотреть качество его документа. Но я просто хочу отметить, что есть предовоз, вернее, в этом предовозе есть как раз-таки карта, на карте показаны точки, и по этим даже географическим точкам уже понятно, что инфраструктура будет строиться наверху. Спасибо. Там сыпучие грунты, понимаете? Там будут осыпи, оползни, ничего этого не Я бы так, Вадим Николаевич, я бы так голословно не заявлял бы, да, потому что вы там эти изучения не делали, так же, как и я. Давайте мы посмотрим результаты, и потом мы уже поймем, действительно ли там сыпучие грунты, и можно ли там строить или нельзя. Если строить невозможно, это частный бизнес. Он никогда не пойдет на риск, если у него будет риск, что все это осыпется. Спасибо, я вас понял. Спасибо. Спасибо, Вадим Николаевич. Следующий вопрос Садуова. Имени не вижу. Представьтесь, пожалуйста. Естілмейді. Естілмейді. Микрофонды қоссаңыз.
Онда жалғастырайық. Совет Алиев, келесі сұрақ. Добрый день, Магзум Маратович. Спасибо за проведенное совещание. У меня вопрос. Я представляю общественное объединение ТОР, туризм, охота, рыбалка. У меня вопрос касательно охотничьих билетов, выдаваемых общественным объединением «Консонар». У нас сейчас, все мы прекрасно знаем, 21 век, удостоверение личности выдается по цене 2 МРП в виде пластика. А почему-то охотничий билет выдается по цене 28 тысяч тенге. Я извиняюсь, меня слышно? Слышно, слышно. Спасибо. Вот, по цене 28 тысяч тенге. Каждые 10 лет рядовой охотник должен пересдавать охот минимум. То есть, если мы водительское удостоверение сдаем один раз в жизни, если мы аттестат, школьный аттестат зрелости получаем один раз в жизни, мы же их каждые 10 лет не пересдаем же, не подтверждаем свою квалификацию. Почему охот минимум мы должны подтверждать? Это один момент. Второй момент, опять же, стоимость этого охот билета. 28 тысяч тенге. У меня есть предложение, чтобы мы, охотники, сдавали охот минимум и получали билет через ЕГОВ. То есть через единую базу ЕГОВ мы получали вопросы, сдавали через центр тестирования экзамен. Бездушный компьютер либо принял экзамен, либо не принял экзамен. Соответственно, исключается коррупционная составляющая, когда идет непосредственный контакт с человеком в том же Консонаре, к примеру. Вот, это первый момент. Второй момент – оцифровать эти документы. То есть, чтобы был и электронный вариант, и пластиковый вариант. Второй момент. И третий момент – просьба, чтобы охотничий билет был по цене пластика. То есть, так же, как и удостоверение личности, 2 МРП. Вот как бы у меня вот такие вопросы. Понятно, хорошо. Я хочу коротко постараюсь ответить. Во-первых, мы к этому сейчас идем, то есть мы хотим на ЕГОВ это сделать, этот механизм, это первое. Второе, почему когда-то он попал, скажем, к Консонару, я этим вопросом интересовался. Мне сказали, что это было когда-то пожелание самих охотхозяйств, охотсообщества, для того, чтобы это все регулировалось именно ассоциацией, чтобы сама ассоциация усилялась, была сильной и сама, скажем так, проводила через свое сито тех, кто достоин, скажем так, стать охотником или недостоин, имеет соответствующую квалификацию или не имеет. То есть уйти от государственного регулирования. Этот механизм был когда-то с самим охотсообществом предложен и, соответственно, успешно реализован. Но, еще раз возвращаясь к своему первому тезису, хочу отметить, что сейчас такая работа нами уже начата. Спасибо. Коллеги, продолжаем. Следующее слово предоставляется Рабига Дженгулова. Рабига, вопрос можете задавать. Добрый день. Рабига Дженгулова, журналист Тенгри Ньюс КЗ. Меня слышно? Да, слышно, слышно. Магзум Маратович, вопрос касательно Розового озера Кубей-Туз. Подскажите, пожалуйста, когда озеру будет придан особый статус, охраняемый, и сейчас в социальных сетях мы видим, туры продаются к этому озеру. Сейчас можно ездить? И не повлечет ли это тех самых нехороших последствий, как в прошлом году? Можете, пожалуйста, дать пояснение четкое? Потому что в акимате говорят, что не запрещено ездить. Вот. Спасибо. Четко могу сказать следующее. Во-первых, в прошлом году акимат сделал анализ воды, анализ соли, и пришли к, скажем так, неутешительным выводам, что в этой воде и в этой соли очень высокое содержание тяжелых металлов. То есть я вот пользуюсь этой площадкой, попрошу, наверное, людей ограничиться от поездок на Кубей-Туз. Это первое. Второе, что касается особо охраняемой природной территории, то это компетенция местного исполнительного органа. Он находится на территории области. Мы предлагали сделать его, скажем так, особо охраняемой природной территории местного формата, местного режима. Но в связи с тем, что вот такие вот лабораторные исследования, результаты мы получили, сейчас акимат, он продолжает еще этот вопрос доизучать. Обещаю, что переговорю в ближайший день-два с акимом области,
и такой более, ну, скажем так, апдейт получу по этому вопросу. Спасибо, Рабига. И подскажите, пожалуйста, значит, ездить можно, да, туда еще сейчас? Ездить, вот в прошлом году там силами акимата, районного акимата, был выставлен кордон, за кордон которого проезжать нельзя. Но и второе, то, что я вам сказал, само озеро, оно небезопасно для здоровья людей. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Рахмет Магзум Маратович. Уважаемые участники, хотел бы еще раз отметить, что на самом деле вопросов очень много. Сейчас мы будем, ну, по очереди заслушиваем вопросы в формате Zoom. Те предложения, которые озвучиваются, либо же были написаны в чате, коллеги из министерства отдельно по каждому дадут ответ на сайте Министерства экологии, геологии, природных ресурсов. Следующий вопрос. Телеканал Хабар. Представитель телеканала Хабар, вы можете задать свой вопрос. Вас не слышно. Пока коллеги на связь не вышли, продолжаем. Следующий вопрос. Вот Садуева, я вижу, вы вернулись, вижу камеру. Можете включить микрофон и озвучить свой вопрос. Для начала представьтесь, пожалуйста. Вас плохо слышно. Это по переработкам. Я до этого писала. У меня как бы технология переработка боестекла. Стекло это можно қазақша айтуға бола ма? Қай тілде ыңғайлы сол тілде айта беріңіз. Қазақша да, орысша да, қалай сізге ыңғайлы? Ең қатты ненің қалдықтардың түрі миллион жылда ғана шіріп кетеді, исчезать еткен. Ал бірақтағы шыныны қайтадан өңдеу өте аз елдерде дамыған. Ал менің бұл ғылыми жұмысым және өзімнің творчестволық жұмысым шыныдан қайтардан екінші, үшінші қабат өңдеуге болатын зат, содан өңдеп көп заттар шығарам. Енді менің өзім мүсіншімін, мүсіннен бастадым. Біздің Павлодарда 3,5 тонна күніне, ең аз деген 3,5 тонна күніне қалдықтар шығады. Құрылыс шынылары, әйнек, бөтелкедер, автомобиль шынылары. Солардың бәрін қайтарын өңдеу технологиясы мен өзім ойлап таптым. 12 жыл осымен шұғылданамын. Бірақ та менде қазір екі пеш бар. Ол екі пешпен күніне мен 110 килограмм ғана өңделем. Тек қана көбіне құрылыс заттарын шығарам. Стеклоблок, кірпіштер, витраж, енді қалдықтарынан, ұсақ қалдықтардан кішкене статуэткалар мен әшекейлер. Өйткені қалдықсыз технология, бұл тағы да өзімнің ойлап тұрмын. Бірақ менің басқа елдерде менің технологиямдай басқа технология жоқ. Өйткені мен өте көп қатты интернеттен қарап отырам. Скульптурадар 3,5-4 метрге шейін скульптура жасаймын, ал шыны скульптуралары әлемде ең үлкені 1 метр, 1,5 метр одан артық. Мен осы шыны қалдығын қайта өңдеуді министерствоға жазылған болатынмын. Соған даже үлкен заводта емес, қалада бірінші күніне 2 тонна қалдықты қайтардан қалпына келтіріп, қайтардан басқаша нәрселер. Соған 2 тоннаға жуық, оған көп ақша керек емес. Соған технологиясына. Былай жасайықшы, онда өзіңіздің контактіңізге мына чатқа жіберіңізші, телефон нөміріңізді, немесе имейл. Сізге біздің департамент басшысы шығады, хабарласады, өзіңіздің технология туралы тиісті ақпарат алып, соны зерттейтін боламыз. Тағы да бір қосатыны бар. Бізде осы соңғы 2 жылдың ішінде 200-ге жуық жаңа кәсіпорында ашылды. Осындай жаңағы қалдықтарды қайта өңдейтін. Мүмкін өзіңіздің технологияларыңызды біреуге ұнайтын да шығар. Сондықтан жіберіңіз, танысайық, көрейік. Сосын хабарласамыз. Жарай ма? Чатқа жіберем, да? Чатқа контакт жіберсеңіз, хабарласады жігіттер. Рахмет. Чатқа жазып жіберіңіз өзіңіздің аты жөніңізді, телефоныңызды.
мүмкін жекеге жазасыз осы ұйымдастырушылардың, сосын сізге міндетті түрде хабарласады. Келесі жалғастырамыз. Следующий вопрос предоставляется Алексею. Алексей, можете микрофон включить? Вас не слышно, микрофон. Свечников Алексей Константинович, слышно? Да, слышно, слышно. Это Западный Казахстан, район Бакирев, село Даринское. Я с самого начала, как организовалось министерство, с вами пытался с кем-то встретиться, никто ничего, кроме Кадешева, ко мне никто не приезжал. Что хочу сказать. Во-первых, надо ответить, пожалуйста, на такой вопрос. Когда лесхозы, рыбоохрана будут обеспечены транспортом, и будет ли повышаться заработная плата? Так как заработная плата низкая, у нас есть специалисты, но они не могут устроиться на работу по разным причинам. Либо маленькая зарплата, либо одни там блатные работают. Вот. Когда идет, я много раз хотел участвовать в рейдах, меня игнорируют. При мне нельзя взять взятку, понимаете, я откровенно это говорю. Потому что население обеспокоено. Как в городе Уральске, так и у нас рынки забиты рыбой в нерестовый период. Понимаете, в чем дело? Вот. Я уже и на полицию выходил, и с генерал-майором говорил, вот, Аблазиму. Вот. Без меня, без моего участия идет. Как это так, понимать, а? И водные, и природоохранные полиции раньше приезжали, вот. Меня в последнее время не стали брать. Ты покажи, где идет браконьерство. А потом идет разводят. Потом не специалисты работают, уже проводилось инспектирование. Вот мне письмо лежит от областного прокурора. Факты есть. Вот. Когда вот это закончится? Потом вы, Магзум Мирзагалиевич Ратулы, были у нас в Западном Казахстане. Почему вот меня не пригласить бы? Я бы вот сейчас эфир не задерживал, вам такое бы сказал и показал. Вас уши бы у всех повяли. Что творится? Понимаете, в чем дело? Самозахват не только земли, но и воды. Вот. Когда Чинаревское месторождение будет озеленением заниматься? Сероводород падает, присадки падают. У нас на экологию поглядеть, деревья, которые я сажал в молодости, они все уже вянут. Хотя они в долгосрочной перспективе должны еще очищать нам кислород. Вырубка леса продолжается, я писал неоднократно. Почему меня игнорируют? Давайте увидим, встретимся, поглядим. Со мной нельзя договориться, понимаете, в таком вот отношении. А эти все, как сказать, я, может быть, даже где-то не рукопожатный где-то кому-то. А многие приезжают, инспектируют и все вроде жаксы. Так не пойдет. Давайте я попробую ответить. Регион очень ослаблен и по воде, и по всему. Давайте консолидировать. Регион очень... Президент говорит, как нам? Давайте приезжайте, я готов со всеми участвовать. Понимаете? Вот у нас была акция 5 июня, вот у меня фото здесь есть, 5 июня. Международный день охраны окружающей среды. Мы вышли, у нас мало таких активистов. Мало. Плохо. Я сейчас со студентами буду работать, вот приедут они в июле месяце. Общество надо настраивать. Вам одним не справиться, уважаемые мои. Не справиться. Только с населением. Это во-первых, мировое сообщество об этом говорит. Вот в чем дело. Хорошо. Давайте я попробую ответить. Техника нужна. Квадрокоптеры надо запускать. Лес надо спасать. Где браконьеры, чтобы видно было. Напрямую вам могу все скидывать. Понимаете, в чем дело? Давайте попробую ответить. Вас кое-что. Вот что. Спасибо, конечно. Хорошо, попробую ответить. Спасибо. Попробую ответить. Ну, во-первых, мы с вами уже встречаемся второй раз. Да, сейчас, спасибо, к сожалению, да, то есть от вас мы точно не прячемся. А если даже и прятались, то вы нас все равно находите. Поэтому прятаться от вас бесполезно. Но я хочу сказать, что вот вы глубокие вопросы поднимаете. На самом деле мы их уже начинаем потихоньку решать. Вот в этом году впервые за много лет открывается финансирование по оснащению наших лесных и рыбоохранных инспекций, лесоохранных и рыбоохранных инспекций. То есть впервые. Понятно, что в течение там 1 года всем нашим областям технику купить невозможно. Но постепенно, я думаю, мы эту проблему все-таки решим. Я очень
в это верю и надеюсь на это. Второе, низкая зарплата. Действительно, проблема огромная, колоссальная. К сожалению, у нас, вот особенно наши лесоохранные предприятия, они у нас даже не госслужащие, то есть у них сетка ниже, чем у госаппарата. Это тоже проблема есть. Мы тоже ей сейчас занимаемся, но, к сожалению, пока порадовать нечем. Третье, в части борьбы с браконьерством. Вот я приводил пример на своем слайде, что ну, вот как один из примеров, это Западно-Казахстанская область, сайга. У нас популяция сайги в Западно-Казахстанской области достигла, по-моему, 545 тысяч в этом году. Да, вы не ошибаетесь, так и есть. В лучшие годы такой популяции в Западно-Казахстанской области не было. В самые лучшие годы она максимально достигала 280-300 тысяч. То есть борьба с браконьерством ведется очень активно. Понятно, что можно и нужно работать еще лучше, мы будем этим тоже заниматься. Спасибо. Вы меня извините, пожалуйста, я один момент. Вы должны встретиться с министром МВД и запретить силовым органам приезжать сюда и хулиганить у нас. Вот в чем дело. Тут Хорошо. даже не запретить, понимаете? Лесник не запретит. Они его отодвигают и начинают хулиганить. Прокуратура, МВД, силовики, понимаете, в чем дело? С министром МВД давайте. Обещаю вам, Пожалуйста, да. обещаю вам, что я с ним обязательно эту тему переговорю. Чтобы не ехали- Алексей, спасибо вам за активность, за то, что вы поднимаете данные вопросы, так как Спасибо. на самом деле в Западно-Казахстанской области существует ряд вопросов, связанные с экологией, в том числе и вопросы реки Жайык, вопросы зеленых насаждений на пойме реки. Там на самом деле есть комплекс вопросов, и я думаю, Министерство экологии в рамках разработки национальных проектов «Жасыл Казахстан», водные ресурсы, все эти вопросы будут учитывать и планомерно все вопросы решать. Куралай Алиева, следующее слово хочу вам предоставить. Спасибо большое. Я хотела бы прокомментировать вопрос предыдущий, да, который я задавала. Я хочу, чтобы Магзум Мирзагалиев предоставил протокол по проведенному общественному слушанию по проекту мусоросжигательного завода. И вопрос следующий. Какие меры предприняты по первой ступени иерархии, это предотвращение образования отходов? Так как мы знаем, что, например, в ЕС в 2019 году была принята директива ЕС 2019-904, согласно которой было решено отказаться от производства неперерабатываемых, трудноперерабатываемых и одноразовых товаров из пластика. С 3 июля уже вступает в силу запрет на одноразовые товары. Куралай, вот, к сожалению, я вот первую часть вопроса услышал, вторую нет. Так, какие меры предприняты по первой ступени иерархии? Это именно предотвращение образования отходов. Например, в ЕС в 2019 году принята директива ЕС 2019-904, согласно которой было решено отказаться от производства неперерабатываемых, трудноперерабатываемых и одноразовых товаров из пластика. С 3 июля уже вступает в силу запрет на одноразовые товары. То есть за 2 года уже вступает в силу данное решение по директиве. И также принимаются меры по предотвращению смешанных отходов. Я просто вижу в этом решение того, что можно избавиться от неперерабатываемых отходов и отказаться от сжигания. Почему в первую очередь не принимаются такие меры? Спасибо, Куралай. Я услышал по первому вопросу по части протокола общественных слушаний. Я уже вначале говорил, что общественные слушания еще не проводились. Они будут проводиться по каждому из реализуемых заводов. Когда будет, соответственно, проект по заводу, то инициатор, инвестор проекта, он будет обязан провести соответствующее общественное слушание. Мы же со своей стороны на площадке министерства неоднократно проводили, скажем так, диалог как с инвесторами потенциальными, это международные компании, европейские, японские и так далее, так и проводили соответствующие встречи с различными ассоциациями. И я вот вначале сказал, что с учетом того, что вот я вот вижу, чувствую, что этот вопрос, он многих беспокоит, мы готовы еще раз соответствующий, скажем так, круглый стол для того, чтобы мы могли дать все необходимые разъяснения, провести. Что касается, Куралай, вашего второго вопроса по части снижения вообще потребления,
то хочу сказать следующее. Сейчас на площадке Евразес, это наш Евразийский союз, обсуждается вопрос. Инициаторами выступаем совместно мы и Российская Федерация о том, чтобы постепенно необходимо вводить запрет, поэтапный запрет на, во-первых, пакеты с очень низкой плотностью, то есть это так называемые маечки, и плюс на одноразовую посуду. Вот сейчас вот необходимые изучения внутри Евразес ведутся, и как раз вот вы привели очень хорошую аналогию с Европейским Союзом. Спасибо. Можно еще, я задам вопрос от коллег, воспользуюсь случаем. Почему в перечень несжигаемых отходов не вошли пластмасса, резина и полимеры? И еще, как будет юридически применяться евродиректива по выбросам, если она не утверждена в системе законов РК, нет даже ее перевода на государственный язык? Во-первых, каким образом евродирективы, они будут применяться через стандарты, и конкретно на аукционах, которые проводятся Министерством энергетики, есть требования по предквалификации. То есть компания осуществляет мы проводим предквалификационный отбор, скажем так, и компания должна показать, что ее технология соответствует вот именно этим европейским директивам. Это раз. Второе, что касается перечня по тому, что можно сжигать, что нельзя сжигать, я этот перечень, вот я предлагаю следующее, опять же, с учетом того, что вопросов много, давайте мы и по этому перечню отдельно, вот на этом отдельном нашем круглом столе мы переговорим. Хорошо? А можно обеспечить отдельное общественное слушание для экоактивистов именно с Министерством экологии? Извините, а можно другие люди тоже зададут вопросы в чате? Спасибо. А то уже у нас какой-то двусторонний. Урлай, мы вернемся к этому разговору вот на этом дискуссионной диалоговой площадке. Площадку для активистов именно с Министерством экологии, а не с инвесторами. Хорошо, хорошо. Все, я же сказал, что мы ее проведем. Площадка будет организована. Магзум Маратович, я думаю, отдельно об этом сообщат активистам. Следующий вопрос. Телеканал Хабар. Технические неполадки были. Сейчас у вас, я так понял, вопрос готов. Ответьте на вопрос о том, как китайские компании разрешили добычу урана в заповедной зоне Туркестанской области. Прокомментируйте ситуацию и ответьте так, как получилось. Во-первых, речь идет не о заповеднике, речь идет о Южно-Казахстанской государственной заповедной зоне. Это совместное предприятие Казатомпром с, я не помню, с кем. Может быть, это и китайские партнеры, потому что есть ряд совместных предприятий. Вот. Сейчас конкретно проекта еще нет. Он поступит к нам в экологию, в экологический департамент на рассмотрение. И после этого, я думаю, можно будет к этому вопросу отдельно вернуться. Спасибо. Рахмет, Магзум Маратулы. Я думаю, мы можем продолжить. Следующий вопрос. Жания Уранкаева. Жания, слово вам предоставляется. Здравствуйте. Вас не слышно. Вы меня слышите? Плохо слышно. Можно будет погромче? Да, я буду говорить погромче. Магзум Маратович, скажите, пожалуйста, вот у меня уточняющий вопрос по поводу мусоросжигающего завода в столице его Алматы. В частности, по срокам сориентируйте, пожалуйста, когда планируется строительство. А вопрос у меня касается вот какой. По поводу Иртыша. Вот буквально 2 года назад говорили, что сейчас решается вопрос канализационного дюкера в Иртыше, который был признан аварийным почти 20 лет назад. О проблеме говорили в свое время и депутаты, они били тревогу, что утечка вот этих канализационных нечистот, она может не только казахстанскую часть Иртыша затопить, но и как бы эти нечистоты могут поплыть и в Россию. Скажите, пожалуйста, как сейчас решается этот вопрос, на какой стадии дюкер вообще был отремонтирован или же нет? По первому вопросу, Жания, планируется, что они будут построены до 2025 года. Опять же,
с учетом того, что строиться они будут не за счет бюджетных средств, а за счет частных инвесторов, то там сроки будут уже определять они. Но по нашим планам это до 2025 года. Второе, что касается по Иртышу, я хочу отметить, вот в частности по качеству воды в Иртыше мы постоянно мониторим, контроль за качеством воды проводим. У нас там есть несколько так называемых гидростворов. Вот, и на створах по Иртышу мы превышений на сегодняшний день таких регулярных, скажем так, мы не видим. То есть Иртыш – это достаточно благополучная река на сегодняшний день. То есть проблемы сегодня экологического характера там нет. Спасибо. Нет, а по канализационному дюкеру все-таки вы не ответили. По канализационному дюкеру этот вопрос, он находится не в плоскости нашего министерства, находится в плоскости акиматов. Это, по-моему, по городу Семей, да? Да, да. Да. Поэтому я готов этот вопрос уточнить, и мы вам потом письменно уведомим. Потому что это не проходит через наше министерство. Мы смотрим за качеством воды и за отсутствием сбросов в воду. То есть, вот уточните, пожалуйста, вы как министр экологии гарантируете, что нет экологической опасности жителям Семеи, и в частности нашим российским соседям, да, к ним не поплывут наши канализационные отходы? Жения, гарантировать это, конечно, слишком серьезное слово. Я уже сказал, что у нас есть несколько гидропостов, и на этих гидропостах мы постоянно, нон-стоп режиме мы мониторим качество воды. И в частности, мы качество воды обсуждаем и в том числе и с российской стороной тоже. Магзум Маратович, я думаю, вы официально еще добавить, представить ответ. Следующее слово Ерлан Куаныш. Ерлан, слово вам предоставляется. Добрый день, коллеги. Спасибо за подробный доклад. У меня такой вопрос. В 2017 году, как известно, в Астане прошел Экспо 2017. Со всего мира приезжали и были представлены лучшие технологии, которые на тот момент существовали. Вы уже упомянули о том, что будут созданы справочники наилучших доступных технологий, но это вопрос там ближайший, наверное, 2-3 лет. Но с 2017 года уже прошло 4 года. Например, вот мы работаем с финскими технологиями, которые даже были рекомендованы, были представлены в павильоне лучших решений среди 24. Они получили несколько там признаний, в том числе и «Горизонт 2020», и были представлены как лучшее решение в области тепловой энергетики, как самое зеленое, как самое дешевое. И по результатам были вывешены тогда еще Министерство энергетики на свой сайт официальный, как рекомендованные к внедрению. Но, к сожалению, вот за эти 4 года мы работаем только с частными сейчас, получается, структурами, никакие государственные, никакие квазигосударственные интереса не проявили. Ну, я к чему вопрос? Это, понятно, вопрос бизнеса, переговоров, но были затрачены огромные средства. Хотелось бы, чтобы это все как бы не кануло куда-то, да, то есть то, что в 2017 году было представлено, все-таки нашло свое воплощение хотя бы у нас здесь, в Казахстане. Спасибо. Ну, спасибо, Ерлан. Вопрос, я так понимаю, это больше, наверное, пожелания. Вот, я тоже надеюсь, что эти технологии будут продолжать активно внедряться. Я сейчас на память не вспомню. Порядка, по-моему, более 200 у нас различных технологий так или иначе были внедрены в стране. Вот. Но это не константа, то есть эти цифры, они, естественно, могут продолжать увеличиваться. И я тоже хотел бы выразить надежду. Если мы в этом можем чем-то помочь, то мы, естественно, готовы тоже, может быть, будет не лишним еще раз рекомендовать, если вы нам направите описание технологии. Рахмет. Рахмет, Магзум Маратович. У нас, коллеги, 2 вопроса осталось от участников Zoom. Следующий вопрос. Татьяна Коршунова. Хотел бы вам слово предоставить. Добрый день. Сейчас подключусь. Добрый день, меня слышно? Пожалуйста, Татьяна, слышим вас.
Куршинова Татьяна, экоактивист. У меня одно предложение и один вопрос. Предложение у меня о создании пункта самообслуживания по раздельному сбору мусора. У нас активно ведется работа, но, к сожалению, кроме как выкинуть желтый контейнер, у нас в столице нет возможности. Можно на базе нашего мусороперерабатывающего завода создать площадку, куда можно будет приехать и уже свой разделенный мусор по фракциям сдать. Ну, желательно, конечно, не только было бы на мусор, но еще по городу где-то, чтобы были такие площадки. И второе у меня вопрос. Зимой у нас чистят снег, вывозят снег на снежный полигон за город, собирают все с реагентами снег, со всеми выбросами от машин, и вывозится это все в чистую степь. Потом это все тает, и сталыми водами все эти металлы тяжелые, они уходят в грунтовые воды. И, соответственно, дальше начинают путешествие по всему Казахстану. Вот какие-то будут приняты мероприятия по недопущению загрязнения земли, почвы и грунтовых вод именно вот таким вот снегом, который вывозят при очистке с городов. Спасибо. Татьяна, по первому вопросу я вот попросил своего коллегу Ахмеджана Примкулова, замминистра, переговорить с мусоросортировочным комплексом города Нур-Султан. Понятно, что он частный, у них там могут быть свои какие-то ограничения, но в целом я хочу еще кроме этого, наверное, дополнить, что буквально вот 10 дней назад был открыт первый фондомат в нашей столице, в Керуене. Вот он пока, скажем так, работает в тестовом режиме, но в дальнейшем, во-первых, их количество планируют, что будет очень заметно расширяться, раз. Во-вторых, он будет давать, ну, какую-то, то есть он будет принимать платно, или будет давать определенную скидку или чеки там на покупки в этих магазинах. То есть вот уже пластик, это вот как раз вот мы идем к этому цивилизованному обороту пластика. Туда можно сдавать пластиковые и алюминиевые банки. Пластиковые бутылки, алюминиевые банки. Вот. Что касается снега, то эта проблема нас тоже беспокоит. Мы ее обсуждали с акиматом. Есть действительно такие так называемые санкционированные места по вывозу снега. Они определяются не нами, они определяются акиматом. И разрешительные процедуры проходят в управлении природопользования, опять же, акимата. То есть это в плоскости компетенции местных исполнительных органов. Но я знаю, что такие места подбираются, исходя из максимального, скажем так, отсутствия или минимального, может, присутствия там грунтовых вод и, ну, соответственно, принцип «не навреди», он, естественно, ставится во главу угла. Но вот сейчас мы с коллегами уже обсудили. Этот вопрос мы тоже с акиматом обсудим. Спасибо. Следующее слово предоставляется Алия Сальменова. Добрый день. Общественное движение Recycle Burger, общественный фонд Green Up. Я все-таки... Алия у вас пропадает, мы вас вообще не слышим. Алия, к сожалению, вас не слышно. Вы пока переподключитесь. Давайте мы продолжим, учитывая, что у нас встреча регламент. Алия, вас не слышно, плохо слышно, вы прерывайтесь. Мы сейчас чуть позже вернемся. Еще у нас два последних вопроса, коллеги, так как, уважаемые участники, ну, время нашей встречи регламентировано. Мы уже более 1,5 часов работаем. Следующее слово Әділет Рухани жаңғыру газеті. Сізге сөз беріледі. Қайырлы күн, құрметті Мағзұм Маратұлы. Біз Әділет газетінен боламыз. Жақында бір мақала жарық көрді. Шымкент қаласындағы су метрология филиалының басшылары мен Қазсушардағы IT маманы, атқарушы директоры арасында пікір қайшылығы туындаған. Бұл жердегі Мақтааралдағы К19 каналына автоматтандыру жүйесі қондырғы сәйкес келмейді деп мамандар айтқан үшін қудалауға ұшырадық деп отыр. Осының ақ-қарасын ажыратып берсеңіздер,
бұл айтып отқан мамандар 20-30 жылдан бері осы салада еңбек етіп келе жатқан тәжірибелі мамандар. Сұрағым түсінікті болды ма сізге? Сұрағыңыз түсінікті. Мен сізге айтайын, біз былтыр осы К19 каналда енді бірінші цифрландырылған канал болды ғой енді біздің тарихымызда. Көрдіңіз, қаншама жыл жаңа біз осы су арып, су беріп жатырмыз, дегенмен ешқандай ешбір бақылау болған да жоқ. Соны былтыр орнаттық, соның енді пилоттық жоба ғой. Соның нәтижесінде біз оған дейін біздің суымызды 45% артығымен беріп тұрғанын анықтадық. Енді бұл пилоттық жоба болғаннан кейін, оның нәтижелері біреулер күмәнға салуы мүмкін, біреулер сол келген ақпарат, шын ақпарат дейді. Енді осыны нақты білу үшін біз осы жалғыз каналмен шектелмей, осы жұмысты әрі қарай жылжытуымыз керек. Мен өз баяндамамда айттым, 5 жылдың ішінде 119 ең басты су арналарды біз анықтап, сол 119 каналды біз цифрландыруға басталғалы жатырмыз. Биыл 16 канал цифрландырылады, сол 119 5 жылдың ішінде. Яғни ақпаратты, көбірек ақпаратта болады, нәтижелеріміз де нақтылау болады. Бұл енді жұмыспен тағы да айта кететін жайт, осымен тоқтамай әрі қарай жүргіземіз. Рахмет. Рахмет, Мағзұм Маратұлы. Соңғы сұрақ Zoom-нан ағамыз қолын көтеріп отыр. Фамилияңыз қатты көрінбей тұр. Айтураев, қателеспесем. Сұрағыңызды қоя берсеңіз болады. Қатырақ айтсаңыз, қатырақ. Один вопрос, Мағзұм Марат. Последней редакции экологического кодекса. Вы можете представиться? Я не расслышал ваше имя и фамилию. Айтуреев Амангельды Махамбетович, сам генерального директора Казахстанского агентства прикладной экологии. Еще раз, зам чего? Опять не слышно было. Заместитель генерального директора ОКП. Понятно. Казахстанское агентство прикладной экологии. Продолжайте, ага. Да. Последняя редакция экологического кодекса, как и в прежних, отсутствуют требования по Каспийскому морю. Почему? Есть только требования по западной зоне в Северном Каспии. Есть. И отсутствует контроль за работой компании на казахстанском секторе Каспийского моря. Вот, спасибо. Абике, у нас в новом экологическом кодексе есть целый раздел, посвященный Каспию и в северной части Каспия и его чувствительности. Поэтому я с вами не могу согласиться. Да, не вполне удовлетворяет, потому что основных требований по Каспийскому морю там отсутствует. Ну вот давайте, я сейчас наизусть это название статьи не помню, но я, насколько помню, КП достаточно тесно работает же с нашим министерством, с комитетом. Я думаю, этот вопрос потом можно отдельно обсудить. Но раздел по Каспию он есть. Только заповедные зоны указаны по Каспийскому морю. Основной эксплуатируемой части Каспийского моря, там требований никаких нет, отсутствует. На самом деле раздел Каспия прописан очень даже неплохо, качественно, и он закладывает основу. Всех деталей в документе прописать, естественно, невозможно. И потом из любого закона вытекают нормативно-правовые акты, которые уже описывают те или иные детали или нюансы. Спасибо. Всем спасибо, уважаемые участники сегодняшней встречи.
Сегодня очень много вопросов поступило. Ранее вопросы направлялись на имя министра. Их порядка 15 вопросов через сайт. Кроме того, вопросы поступили через Facebook и в чате сегодняшнего Zoom-канала. Напомню, что все вопросы без исключения будут рассмотрены и по каждому ответу будет представлен ответ. А также весь перечень будет размещен на сайте министерства по итогам нашей встречи. Позвольте, Магзум Маратович, вас поблагодарить за активное участие и открытый разговор с населением. И в конце хотел бы слово вам предоставить для завершения сегодняшней встречи. Рахмет, құрметті осы жиынға қатысушылар. Расында да бүгін өте жақсы әңгіме болды деп ойлаймын. Көтерілген сұрақтар, көтеріліп жатқан мәселелер өте көп. Мен басында айтып кеттім, біздің министрліктің жұмысы көп салалы болғандықтан сұрақтар, мәселелер, сауалдар олар бітпейді. Күнде жаңа мәселелер пайда болады. Бір жерде біресе су жетіспейді, немесе ластаушы заттар өсіп жатыр. Ондай мәселелер әрине болады да, дегенмен біздің басты мақсатымыз, біздің басты міндетіміз сол айтылған, көтеріліп жатқан мәселелерді осы қоғаммен бірлесіп шешу. Біз соған дайын екендігімізді мен білдіргім келеді. Көп рахмет. Уважаемые участники сегодняшней отчетной встречи, я хотел поблагодарить всех за очень активное участие. Я считаю, что состоялся очень важный, очень интересный, продуктивный диалог, который нас, во-первых, мы смогли, наверное, постарались, по крайней мере, донести те проблемы, которые сегодня есть стоящие перед нашим министерством, перед теми направлениями, в компетенции которых мы работаем. Ну и кроме этого мы постарались очень вкратце рассказать о тех системных мерах и решениях, которые мы предпринимаем для устранения вот этих вот проблем. Понятно, что проблемы есть и накопившиеся, которые не решались десятилетия. Вот я говорил уже, приводил пример и Тухлую Балку города Атырау, приводил пример и Актюбинскую область. Мы говорили и об Алматы, и о Темиртау, и о других регионах. Но сейчас у нас есть очень четкое понимание и четкий вектор по тому, как эти проблемы решать в дальнейшем. И я очень сильно надеюсь и рассчитываю на нашу совместную с обществом работу. И в заключение я хотел поблагодарить нашего модератора, депутата Мажилиса Абаканова Ильдоса Нурболовича, человек, который очень активно занимался и в своей до того, как он стал депутатом Мажилиса, очень активно поднимал вопросы экологии, занимался их решением. И сейчас, уже находясь в стенах парламента, являясь членом как раз и комитета по экологии, также, как всегда, все вопросы, которые ставит общество, он активно их поднимает, и мы очень тесно друг с другом работаем. Үлкен рахмет сізге, Ильдос Нурболұлы. Баршаңызға рахмет. Спасибо.